Глава администрации Владикавказа Сергей Дзантиев прибыл с ревизией на водную станцию. Вместе со специалистами он поговорил о текущей работе водоема. Мэр города посоветовал привлекать больше частных предпринимателей, тогда жители смогут не только купаться, но и отдыхать на развлекательных площадках. Как сообщают работники зоны отдыха, вода в пруде родниковая и соответствует всем критериям проверки санэпидстанции. Опасаться жителям города нечего. Каждый год водная станция, значит, мы осенью сливаем воду, очищаем озеро, дезинфицируем его, запускаем воду и вместе с ней сразу рыбу, чтобы рыба, водоросли. Белый амур, она как хищник кушает водоросли, чтобы водоросли не росли. Болельщики из Северной Осетии вылетели в Бразилию, чтобы поддержать нашу сборную. 5 человек отправились в Рио, где их встретят друзья из Петербурга. Изначально фанаты планировали поехать на первый матч сборной, однако необходимость сделать около дюжины прививок вынудила их пропустить матч с Южной Кореей. Решив не рисковать своим здоровьем, группа фанатов поедет в безопасный Рио. Осетинские болельщики поддержат сборную уже на игре с командой Бельгии. Мы планируем поехать на второй и третий матч группового этапа, и дай бог, если выйдем в 1/8 финала, то мы, конечно же, останемся на этом матче. Результат мы ждем минимум, это выход из группы, а как максимум, думаю, четвертьфинал или полуфинал. Из Лондона в Магадан. Дорога мотопробега 2014. В поисках новых ощущений байкеры решились на этот маршрут. Любители дорожного экстрима посетили и Владикавказ. Несмотря на то, что в столице республики участники мотопробега пробыли недолго, городом они остались довольны. Еще пару дней путешественники пробудут на Кавказе, а после возьмут курс на Магадан. Я провел тут совсем немного времени. Я увидел только небольшую часть вашего города. Но мне понравилось. Я вожу мотоцикл с малых лет. Я люблю мотоциклы, и это все. Байкеры — это как остинская семья. Если кто-то попадет в беду, кто-нибудь всегда поможет, и неважно в какой ты стране, помощь всегда придет. В Цейском ущелье открылась вторая экологическая тропа, ее протяженность 3,5 километра. Первыми, кто прошел по новому маршруту, стали учащиеся 24-й Владикавказской школы. В качестве гида экскурсию провела старший научный сотрудник госзаповедника Надежда Комарова. На сегодняшний день это самый популярный туристический маршрут в Северной Осетии. Разработчиками его стали научные сотрудники Североостинского заповедника при поддержке филиала Русгидро. Преодолев крутой 5-часовой маршрут, можно увидеть панораму самого крупного в Алагирском районе Цейского ледника. Как отмечают инициаторы проекта, в этом же ущелье вскоре появится еще один экомаршрут, который сейчас находится на стадии развития. На этой тропе ярко представлены селевые выносы, русла селевых рек. Здесь можно увидеть гигантские ледниковые валуны, которые были принесены древнецейским ледником, который он когда-то сползал далеко по долине. Это сейчас, во времена нынешнего потепления климата, деградации, язык его находится на высоте 2250 метров, куда и доходит тропа.